Не правительство, а одно сплошное кумовство и договорняк. Целая мафия. Подписывайтесь на обновление и будете в курсе самого интересного. С начала этого года агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией в Таджикистане выявило 44 факта назначения кадров в госучреждениях по признакам родства и мясничества. Но эта статистика не включает факты совместной деятельности родственников в высших эшелонах власти. 15 фактов кумовства выявлены в сфере образования, 16 фактов в сфере здравоохранения, 6 фактов в местных хукуматах, 2 факта в сфере коммунального хозяйства и по одному факту в министерствах транспорта и сельского хозяйства, земельном комитете, главном архивном управлении, агентстве мелиорации и ирригации, сказала Нигара Мукими, представитель антикоррупционного агентства на пресс-конференции 15 августа. На вопрос, были ли выявлены факты совместной работы родственников президента и высокопоставленных чинов, Мукими ответила, что выявлены только вышеназванные факты. Шакирджон Хакимов, заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана, назвал статистику агентства неверной. По его мнению, реальное количество таких фактов в разы выше озвученной статистики. Эта проблема охватывает все государственные структуры, начиная от администрации президента страны и заканчивая джамуатами. К сожалению, именно родственные связи и отдача приоритета таким средневековым отношениям тормозят ход реализации экономических реформ и программ социально-политического развития страны, убежден он. Не удивляюсь этой статистике, потому что агентство по борьбе с коррупцией в последние годы ищет мздоимцев и нарушителей закона только среди учителей и врачей, говорит Хайрулло Мирсаидов, таджикский журналист, проживающий ныне в Европе. По его словам, к сожалению, борцы с коррупцией закрывают глаза на многочисленные факты кумовства в силовых и военных структурах. Представители одной семьи десятилетиями занимают должности в этих структурах, и никто ничего не может изменить, говорит Мирсаидов. В начале 2022 года было заявлено, что большинство в Таджикистане считает взяточничество, присвоение и растрату государственных средств, непотизм и другие проблемы обыденным делом для страны. Опрос, проведенный на улицах Душанбе, показал, что люди по-разному относятся к фактам назначения на высокие государственные посты по признаку родства. «Кумовство во власти существует с незапамятных времен», сказал один из прохожих. Другой отметил, когда в каком-либо учреждении работает чей-то родственник, даже если речь идет о высококлассном специалисте, он не может предпринять ничего против своих близких. Анихол Бабаназарова, юрист и глава общественной организации «Перспектива Плюс», считает, что кумовство практически сведено на нет в демократических странах и процветает преимущественно в восточных странах. По ее словам, еще несколько лет назад расхваливали президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, называли его лидером, взявшим курс на демократическое развитие страны, а сегодня он назначил свою 38-летнюю дочь своим помощником. Каждое государство должно отдавать приоритет лучшим и достойным кадрам. Посмотрите, у нас даже почти все ректора вузов родом из одного региона. Я же считаю, что правительство должно отдавать предпочтение кадрам из разных регионов. И это будет только на пользу правительству, считает она. Согласно законодательству Таджикистана, в список родственников, совместная работа которых в государственных учреждениях находится под запретом, входят супруги, дети, братья, сестры, родители, племянники, тети и дяди. Международные организации постоянно критикуют президента Рахмона за кумовство и монополию у власти. У него 7 дочерей и 2 сыновей. В настоящее время многие близкие родственники президента Таджикистана Эмомали Рахмона занимают ключевые посты в высших органах законодательной власти и исполнительной власти. Старший сын главы государства Рустами Эмомали является председателем Маджлиси Милли, Верхней палаты парламента, и мэром Душанбе. Азода Рахмон, дочь президента, руководит исполнительным аппаратом главы государства. Другая дочь Рухшона Эмомали является послом Таджикистана в Великобритании. Глава Таджикистана и его близкие никогда не выступали публично с осуждением кумовства в высших эшелонах власти. Да и зачем обвинять самих себя же? Как вы относитесь к такой ситуации? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.